В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Вода отступила от Среднеколымска. Река покинула дворы и аэропорт, но специалисты говорят, что возможность новых заторов нельзя исключать. ЕГЭ пройдет в конце июня. Владимир Путин обозначил направление, в котором будет двигаться образование в стране. В Якутии сегодня отмечают День Саялыка. Новые ограничения начали действовать на территориях, не входящих в перечень труднодоступных в Якутии. Магазины продуктов, товаров первой необходимости, отдельно стоящие стационарные объекты торговли должны иметь отдельный уличный вход. Запрещается одновременное присутствие посетителей в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Жителям населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, разрешено совершать прогулки составом не более 2 человек. При этом нужно соблюдать социальное дистанцирование до других граждан не менее 1 метра. При прогулке, самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Дезинфекция общественных пространств продолжается в Якутске. По данным городского предприятия «Жилкомсервис», обработано более 500 детских площадок, 180 автобусных остановок и 465 тротуаров многоквартирных домов. В общей сложности почти 68 тысяч квадратных метров общественных пространств. Напомним, дезинфекция началась 8 мая. Специальным раствором были обработаны площади Орджоникидзе, Победы, Дружбы народов, Речпорта, Сквер Матери и 14 центральных улиц. Потом дезинфицировали тротуары, детские площадки и остановки города. 17 природных пожаров действуют на территории региона. Площадь составляет более 1150 гектаров. Таковы последние данные управления МЧС по Якутии. За сутки возникли 5 природных пожаров и 4 ликвидировано. На тушение за сутки привлекли 132 человека и 23 единицы техники. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Всего с начала сезона на территории региона зарегистрировано 28 природных пожаров. За период нынешней навигации планируется перевести 1 миллион 238 тысяч тонн грузов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников. На сегодняшний день уже отгружено около 147 тысяч тонн грузов, 107 тысяч из которых жизнеобеспечивающие. Также начата отгрузка угля с шахты Джибарики-Хая для потребностей Амгинского района. На сегодня из запланированных 30 тысяч тонн отгружено 11 тысяч. Алексей Колодезников также отметил, что на контроле будет доставка грузов по реке Вилюй. В целом, каждая навигация, она по-разному складывается, исходя из обстановки на реках. И в прошлом году мы столкнулись, когда в среднем течении реки Лена была проблема, низкие уровни воды. Поэтому мы сейчас отдельно взяли на контроль доставку ТС-1, своевременность работы судов. Ну и надо иметь в виду, что у нас заработала железная дорога до Нижнего Бестяха, то есть часть грузов однозначно будет идти уже по другой логистической схеме. Со дня на день по маршруту Якутск-Нижний Бестях начнется паромная навигация. Однако уже с сегодняшнего дня в этом направлении курсируют 4 судна. Какие меры предосторожности предусмотрены в связи с пандемией, повлияет ли это на навигацию, узнавал Александр Хавренко. Сегодня вечером пароход «Паром-8» должен отправиться в первый пробный рейс навигации 2020 по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Нынешняя навигация у нас на несколько дней обещает открыться пораньше, так как погода у нас более-менее благоприятная. В данный момент суда предъявляется портовому надзору, либо Роспотребнадзору, получают свидетельство, документацию, и будем заниматься подготовкой причалов, оборудования, делать пробные рейсы. Как и в остальные сферы деятельности, в работу паромных переправ будут внесены некоторые изменения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Занимаемся именно социальной дистанцией, разметкой, да? Разрабатываются инструкции дезинфекции, именно защитить, допустим, экипаж, да? Потому что пассажиропоток в любом случае будет проходить через экипаж, и вот это все должно быть предусмотрено. Места общего скопления, это, допустим, перед кассой, там дистанция должна быть, обрабатываться, ну и сам теплоход должен обрабатываться, споласкиваться, допустим, после смены.
Важно отметить, что на паром будет допускаться только личный автотранспорт и грузовой транспорт, осуществляющий коммерческие перевозки. Междугородние и межрайонные такси до перевозок на паромах допускаться не будут. Также существует ряд ограничений для пассажиров без автотранспорта. Решением главы приостановили именно пассажирские перевозки на основных переправах. Ограничения не будут касаться, если есть на то медицинские показания по онкологии и, соответственно, если вы работник организации, чья деятельность не приостановлена. Также воспользоваться услугами парома без личного автотранспорта смогут обладатели билетов на поезд, отправляющийся со станции Нижний Бестях. Роспотребнадзор рекомендует пассажирам паромов соблюдать меры безопасности, не покидать салоны автомобилей во время переправы, не контактировать с другими пассажирами и, конечно же, соблюдать масочный режим. В навигации 2020 также будет работать приложение «Паром», которое, по задумке, должно предотвратить скопление водителей на переправе. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Балтийский судостроительный завод заложит универсальный атомный ледокол под названием «Якутия». Он станет 4-м атомоходом проекта 22-220. Название новому ледоколу выбирали согласно традиции Росатомфлота, когда морские суда именуют в честь регионов, примыкающих к Северному морскому пути. Известно, что по своим характеристикам Якутия сможет одинаково эффективно работать как в устьях сибирских рек, так и на трассах Северного морского пути. Заказчиком строительства выступает Атомфлот, предприятие госкорпорации «Росатом». Техническая закладка атомного ледокола «Якутия» состоится 26 мая. Сейчас на Балтийском заводе проходит обработка закладной секции. Ледокол «Якутия» продолжает серию ледоколов проекта 22-220. Они отличаются от ледоколов советского периода своей универсальностью, мощностью, введением новых технических решений. Спуск запланирован на ноябрь 2022 года, физпуск реакторной установки в июле 2024 года. Ходовые испытания ледокола «Якутия» будут проходить на Балтийском море, а ледовые испытания будут проходить в морях Арктики. Теперь актуальная сводка по ледоходу в Якутии. На реке Колыме ледоход проходит по территориям Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Нижняя кромка на 365 километров ниже города Среднеколымска, в районе устья реки Амалон. Верхняя кромка на границе Среднеколымского и Нижнеколымского районов. По оперативным данным, все 12 дворовых территорий в Среднеколымске и посадочная полоса аэропорта освободились от воды. Ведется просушка. В случае сохранения заторных явлений ниже Среднеколымска возможно дальнейшее повышение уровней воды. Протяженность ледохода составляет 50, а за сутки он прошел 347 километров. На реке Яне активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Устьянского районов. Нижняя кромка в 30 километрах ниже населенного пункта Усть-Куйга. Уровень воды там чуть менее 7 метров. Верхняя кромка в 20 километрах ниже населенного пункта Сайды. Уровень более чем на 2 метра ниже критического. Протяженность ледохода 232 километра. На реке Индигирки ледоход проходит по территории Момского района. Нижняя кромка на 30 километров ниже Усть-Мома. Уровень менее 4 метров. Верхняя кромка в 50 километрах выше населенного пункта Саболох Момского района. Протяженность ледохода составляет 103. За сутки ледоход продвинулся на 30 километров. Алроса временно приостанавливает работу горнодобывающего комплекса Верхнемунская. Пандемия коронавируса и принятые для борьбы с ним меры оказали негативное влияние на мировой алмазно-бриллиантовый рынок. В этих условиях возникает необходимость снижения добычи алмазов, чтобы сократить затраты, избежать накопления излишних запасов готовой продукции. Снижение добычи затронет месторождения алмазов, которые имеют наиболее низкие характеристики и стоимость при этом затратной в добыче. Так принято решение о приостановке промышленного участка ГДК Верхнемунская. До начала июня будет проведена консервация всех служб месторождения. Начало горных работ на карьерах начнется с 1 октября этого года. Перевозки добытой руды с 1 ноября. Проведение единого государственного экзамена начнется в стране 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях COVID-19. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, Путин считает необходимым проведение ЕГЭ по всей стране. Он начнется 29 июня. Школы помогут выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года. Также президент поручил предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года. И призыв на военную службу для выпускников 2020-го будет отложен. Российский лидер призвал и ускорить подключение школ к скоростному интернету, но опроверг информацию о полном переходе на онлайн-образование. Цитата. «Те слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», сказал президент. А с каким багажом знаний подходят к каникулам молдавские ученики? И чем запомнится учебный год? Ребят расспросила наш корреспондент Татьяна Вахнина. Последние полторы четверти учебного года выдались непростыми как для учеников, так и для их наставников. Немало переживаний выпало на долю родителей. Как чадо освоит новые формы и методы, насколько крепко и глубоко будет понят материал, но, вопреки опасениям, адаптация к дистанционному образованию была пройдена успешно всеми участниками процесса. И то, что ставилась задача нам в ближайшие 3 года на нее перейти с охватом до 25% даже дневного обучения по дистантной форме, то есть вот такие ставят задачи государства, на сегодня получилось так, что все государство в течение 2 месяцев очень быстро перешло. В Алтанском районе аттестаты о неполном среднем образовании в этом году получат более 500 человек. 250 юношей и девушек заканчивают 11 класс. Выдача аттестатов планируется на первый день лета. Торжественные собрания в актовых залах школ не состоятся. Выпускники будут получать документы небольшими группами. Так, в гимназии церемония вручения аттестатов уже продумана, рассказала по телефону директор Мария Витевская. Конечно, это будет не массовое мероприятие, все санитарные меры нами разработаны и запланированы, но мы постараемся, чтобы дети все-таки прочувствовали торжественность момента. Мы готовим и наградные материалы выпускникам. Выпуск 2020-го особенный. Девятиклассникам итоговую аттестацию сдавать не нужно, а вот у их старших товарищей все сложнее. В последние месяцы к экзаменационным волнениям 11-классников добавилась тревога неопределенности. О том, что единый государственный экзамен будет проведен позже, было понятно давно. И главным стал вопрос – когда же? Как сделать завершение года запоминающимся? В последние недели этот вопрос занимал как детей, так и взрослых. В среднем для каждого школьника звонок звенит 20 тысяч раз. Он зовет на урок, освобождает от вызова к доске, возвещая о перемене. Каким же станет последний звонок, эхо которого для сегодняшних выпускников не растает долгие годы? Для большинства школьников в этом году он прозвенит в онлайн. Все в режиме самоизоляции сейчас снимают дома видео, записывают обращения, готовят виртуальные альбомы, монтируют ролики. Действующие ограничения исключают традиционное проведение торжеств, но не ставят преград на атмосферу радости и легкой грусти, которая всегда присутствует на последнем в году уроке. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. День Саялыка отмечается в Якутии. Праздник был учрежден 6 ноября 2018-го. В этот день якуты переезжали из зимнего жилища в летний Саялык. Это знаменовало начало лета. 22 мая также совпадает с христианским праздником Николиным днем по церковному календарю. По традиции в этот день жители республики едят оладьи и утиный суп.
Глава СН Николаев в своем поздравлении якутян с праздником выразил благодарность всем аграриям региона, отметив, что по итогам 2019-го впервые за десятилетие в республике увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота, лошадей, оленей, свиней и птицы. Это ощутимый шаг вперед, ведь чем больше качественной сельхозпродукции будет производиться в республике, тем крепче мы будем защищены от любых рисков, заключил глава Якутии. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.